Здравствуйте, доктора! В этом видео мы поговорим про феррул. Мы поговорим о том, что такое феррул. Вот в последнее время очень часто я слышу из моих коллег, когда они говорят, есть или нет феррула. Вот это эффект феррули или феррул-эффект. Что это такое? Феррул на самом деле это в переводе обод или ободок. А в клинической, реальной клинической работе это оставшийся коронковый дентин, который перекрывается коронкой. Смотрите, пожалуйста, сюда. Вот это количество оставшегося дентина, коронкового дентина, которое перекрывается ортопедической конструкцией. Вот и все, вот и феррул. Есть требования, минимальное требование к ферруле, чтобы он выполнил свою функцию. То есть феррул, чтобы передал окклюзионные нагрузки вниз корня. Минимальная высота ферруля должна быть 2 мм. Минимальная толщина дентинной стенки или ферруля 1,5 мм. И есть ключевой момент, это конусность культи. Если после препарирования у вас параллельные или почти параллельные стенки, значит минимальный феррул будет работать. Если у вас конусность культи больше, чем 20 градусов, вот такая культя, тогда минимальная высота ферруля должна быть 4 мм вместо 2. Это с этой стороны. Но в клинической работе, чтобы понять, какую выбрать ортопедическую конструкцию, гораздо важнее протяженность ферруля. Что такое протяженность? Давайте посмотрим на эту схему. Давайте предположим, что вот это у нас зуб, ну, предположим, нижний моляр, и это поперечный срез зуба. То есть мы смотрим с окклюзионной стороны. Синенькая линия показывает мысленно проводимая линия после предварительной обточки зуба под коронку. Разделяем на 4 стенки коронку зуба и получаем дистальные, медиальные, вестибулярные, оральные стенки. Давайте посмотрим, какие могут быть варианты. Предположим, что большое есть разрушение коронковой части, и у нас есть только одна стенка. То есть после всех манипуляций, после эндодонтического лечения у нас осталась одна стенка. То есть считается это как одностеночный феррул. Или одностеночный обод. Вот так. В таком случае никакого надежного ортопедического лечения вы получить не сможете. Вы здесь можете установить очень хорошую культевую штифтовую вкладку, дальше очень качественную коронку и так далее, и так далее. Но такой зуб вам долго служить не будет. То есть не 10-15 лет, а может он будет служить всего 2-3 года. Вариант второй. Если у нас есть двухстеночный феррул, вот двухстеночный феррул, вестибулярные и язычные стенки, если есть двухстеночный феррул, тогда есть возможность получения качественной, надежной ортопедической конструкции. Почему? Потому что 50% общего обода или половина, или называется двухстеночный феррул, достаточно для получения в дальнейшем хорошего, надежного ортопедического лечения. Это минимальное количество ферруля, то есть 50% от общей протяженности дентинной стенки, минимальной высотой 2 мм и минимальной толщиной 1,5. Вариант третий. Если у нас есть, ну, предположим, кариозная полость с этой стороны, дистально, и у нас есть трехстеночный феррул. Давайте посмотрим, если есть 3 стенки. Или, условно говоря, 75% протяженности дентинной стенки. Тогда есть два варианта. Если полость очень большая, выражена глубокая и тоненькие минимальные стенки, тогда желательно установить штифтовую конструкцию. Если у вас полость зуба не очень большая и остались нормальные стенки, нормальный феррул, нормальный обод, тогда можно не устанавливать штифт. Зуб будет служить отлично своим трехстеночным феррулем. И, наконец, четвертое
четвертый вариант. Если у нас после эндодонтического лечения, после всех манипуляций терапевтических, у нас остался дентинный ободок или феррул полный, или циркулярный называется, или стопроцентный, или четырехстеночный. В таких случаях, если есть феррул минимальной высотой 2 мм и минимальной хотя бы шириной, толщиной 1,5, значит ни в коем случае нельзя здесь установить штифт. Штифт здесь не нужен. Почему? Потому что циркулярный феррул будет служить отлично, будет передавать все нагрузки вниз и будет держать вашу ортопедическую конструкцию в ближайшее очень долгое время надежным образом. Итак, в этом видео мы поговорили о ферруле, и вы уже знаете, что такое феррул или обод. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Пока!